Мгм. И ее включить просто надо, да? Ой, сейчас, минуточку. Все, она загорелась вроде бы. Видно там? Мгм. Можно работать, да? Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинара. Включите, пожалуйста, микрофончики и обозначьте, меня слышно, видно? Здравствуйте, слышно и видно. Прекрасно, значит, начнем. Небольшие технические заминки у нас тут произошли, поэтому прошу прощения. Так, сегодня мы с вами поговорим о всероссийских проверочных работах по предмету биология именно в 11 классе. Значит, на что хочу сразу обратить внимание. Если вот в 5-8 классах мы еще где-то можем оправдывать себя тем, что иногда всероссийские проверочные работы не соответствуют нашему программному материалу, и у нас где-то могут быть там и двойки у детей, и тройки по результатам, то в 11 классе, по идее, да, когда уже у детей есть определенный набор информации, уже, собственно, есть база определенная биологическая, конечно, двоек быть не должно. Поэтому, если даже они выскакивают довольно низкие результаты, они чаще всего связаны с неумением правильно прочитать вопросы, понять, о чем же там речь. Есть ряд вопросов во всероссийских проверочных работах, которые вызывают ряд недоумений. Вот сегодня мы об этом поговорим и посмотрим, каким же образом можно детей научить работать в этой структуре. Вообще работа содержит не примерно, а точно 14 заданий, дается 1,5 часа, то есть это непрерывные 90 минут. Каждый вариант, в общем-то, включает задания, которые различаются по форме и по уровню сложности. Вот ряд заданий вы видите на слайде, содержит изображения, которые могут быть использованы в качестве ответа или объяснения. Почему-то ребята иногда не пользуются этими объяснениями, вот этими изображениями, хотя, по идее, если грамотно посмотреть, то, в принципе, можно по схемам дать правильный ответ. То есть не пытаться из головы его вытащить, а вот именно по схеме его грамотно прочитать. Особенно, когда речь идет о способах видообразования, а там есть такой вопрос, да, один из вопросов таких. Вот там есть схема прилагается, по которой, в принципе, ответ можно сконструировать. Есть задания, которые требуют работу с графиками, схемами, с таблицами. Ну и, конечно, элементарные биологические задачи, это базового уровня задачи. Конечно, там не встречаются задачи, как правило, которые мы встретим в ЕГЭ. Там на ЕГЭ они более сложного образца задачи. Это задачи такого базового как бы уровня для того, чтобы, ну, не совсем базового, они считаются уровень повышенный, но все-таки это простые задачи, не те, которые, в общем-то, решать было бы довольно сложно. То есть умение грамотно подойти к оформлению такого задания, в принципе, должно избавить ребенка от каких-то ошибок. А вообще, что контролируется, посмотрите. Ну, во-первых, умение использовать биологическую терминологию. При этом, как и в младших классах, здесь необходимо уметь распознать объекты живой природы по описанию и по рисункам. Здесь необходимо уметь объяснять какие-то биологические процессы и явления для того, чтобы использовать какие-то способы представления информации в виде таблиц, графиков или схем. Конечно, требуется умение устанавливать причинно-следственные связи, анализировать информацию, синтезировать ее, обобщать, делать выводы, решать какие-то качественные, количественные биологические задачи. В основном это генетические могут быть задачи и задания по цитологии. В основном там задания встречаются по биосинтезу белка. И, конечно, умение использовать теоретические знания в какой-то практической своей деятельности, в повседневной жизни, в быту, это тоже проверяется. Ну, вот если сравнить с материалами ЕГЭ и ОГЭ, то, в принципе, ВПР не противоречит этим заданиям ЕГЭ и ОГЭ, просто они идут на более обобщенном как бы уровне. Такой уровень не такой сложный, как, например, встречается вот в едином государственном экзамене.
Если говорить по содержательным блокам, ну вот вы видите, что биология как наука, методы научного познания содержит только 3 задания, по клетке 2 задания, организм 1 задание, вид экосистемы, собственно, по 2 задания, и самое большое количество заданий встречается именно в блоке организм человека и его здоровье. Это понятно, потому что проверяется умение оказывать и первую медицинскую помощь при необходимости, то есть умение как-то понять свой организм, ну, поскольку, наверное, мы сами биологические объекты, наверное, грамотно создатели ВПР сделали большую часть вопросов, определили именно на этот блок. Значит, что требуется? Понимать основные положения, принимать строение биологических объектов, устанавливать взаимосвязи, умение решать элементарные биологические задачи. Вот вы видите, сколько заданий на каждое умение здесь отложено, да, то есть заявлено. Вот, уметь приспособления объяснять к среде обитания, какие-то антропогенные изменения в экосистемах. Но это может быть либо одно задание, либо другое. То есть есть все-таки некоторые вариации, на которые стоит обращать тоже внимание. Если говорить по уровням сложности, то базовый уровень содержит примерно где-то 63% из 100 заданий. Это базовый уровень. Перемерный уровень выполнения, который должны продемонстрировать учащиеся 11 класса, это от 60 до 90% на базовом уровне, если мы говорим. Вот 3 задания повышенного уровня, мы на них тоже с вами посмотрим. Вот здесь допустимо, ну, скажем так, не уменьшить процент решения. То есть примерно где-то 40-60% детей должны уметь решать задания повышенного уровня. И если мы посмотрим на результаты 2021 года, что мы с вами увидим? Что есть задания, которые достаточно тяжело решаются. То есть это задание 13-е, то есть менее 50% ребят решают задание 13-е. Вот, не очень хорошо справляются с заданием 11.2 и задание 2.3. Как я уже говорила, что есть, конечно, тот уровень заданий, вот 10.2, например, ребята решают неплохо. То есть более 90% ребят справились с этим заданием. Ну, давайте разберем, что это за задание. Первое задание посвящено блоку «Биология как наука и методы научного познания». Это базовое задание. Оно, собственно, требует краткого ответа. И поскольку содержит 2 вопроса, понятно, что за первое задание выставляется 2 балла. То есть какое свойство живых систем иллюстрируют эти связи, но если внимательно по стрелочкам посмотреть, то мы понимаем, что речь идет об обмене веществ или метаболизме. Ну, некоторые ребята, не рассмотрев хорошо вот данную картинку, первым делом сразу пишут фотосинтез. Хотя мы видим, что здесь не только изображен фотосинтез, собственно, здесь и почвенное питание у растений показано, и показано дыхание. Поэтому, конечно, грамотнее было бы назвать свойства живых систем, тем более спрашивается, а не конкретно растений. Значит, это обмен веществ или метаболизм. Приведите пример процесса, иллюстрирующего подобное свойство животных. Ну, можно привести в качестве примера дыхания, но почему-то вот этот вопрос вызывает все-таки сложности. Хотя это базовый уровень, но ребята отвечают на этот вопрос меньше положенных 60%. Задание номер 2. Ну вот подобное задание как-то встречалось и в работах, помнится, когда-то в КИМах что-то подобное видно было, основного, по-моему, государственного экзамена. Ну, как-то вот оно ушло потом и появилось у нас в ВПР. Вообще, надо сказать, такие задания, они могут, конечно, появляться не только на базе 11 класса, но в более упрощенном виде схема может появляться и в более младших классах. Собственно, работа посвящена экосистемам,
И она содержит как краткие ответы, так и содержит развернутый ответ под цифрой 2 и 3, который, как вы видите, вызывает определенные сложности. А задание это считается заданием повышенного уровня. За каждый блок дается по 2 балла, и в совокупности ребенок за это задание получает 6 баллов. Ну, выберите из приведенного ниже списка 2 понятия или термина, которые можно использовать для экологического описания дуба, то есть где растет дуб, в каком месте обитания, да, ну и, соответственно, способ питания можно тоже сюда как бы взять. Поэтому здесь ответ, конечно, тенелюбивое растение, поскольку условия существования такие, ну, то, что он может продуцировать вещества, это тоже будет экологическим критерием таким своеобразным. Составьте пищевую цепь из 4 организмов, в которую входит зеленая дубовая листовертка. Листовертка у нас, и самое главное, в ответ запишите последовательность букв. То есть писать надо именно буквы, а не полные ответы. В некоторых источниках иногда даются, например, последовательность цифр надо записать, или словами вписать, например, в такую схему ответы, и тут надо тоже детей научить все-таки грамотно прочитывать, что требуется, то и делать. Потому что в работах часто здесь теряются баллы именно из-за того, что не буквы прописываются, а целые слова. Все-таки задание отслеживает не только знания ученика, но и его внимательность в оформлении работы. Мы говорим о читательской грамотности сейчас очень много. Вот, умение вычитывать информацию и грамотно ее оформлять – это одно из требований современности. Задание 2 и 3. Правило гласит только 10%, но энергии поступает от каждого предыдущего трофического уровня. Но, кстати, надо сказать, задание 2 и 2, какие ошибки могут быть. Стрелочка демонстрирует движение вещества. Дети иногда демонстрируют непонимание самой стрелочки и пишут несколько в другой последовательности, кто кого ест. То есть начинают не с дубовой листовертки, которая требуется. Ирина Дмитриевна, я уже разобралась. Да? Ну, и просто меня не подключили, сейчас подключили. Я уже веду вебинар. Все. Так, итак, посмотрите внимательно, значит, на что можно обратить внимание. Стрелочки, ведь они демонстрируют не только на схеме движения вещества, но и на схеме, где рисунок находится, да, но и там же, где требуется само задание. Поэтому если стрелка идет вот таким образом, значит, соответственно, надо начинать не с зеленой дубовой листовертки, а, соответственно, с того, что она ест, поскольку не говорится о том, что зеленая листовертка начинает эту пищевую цепочку, но вот ребята почему-то именно с буквы В начинают иногда, но надо объяснять, что цепочка должна быть побольше, так скажем, вернее, более правильно написана. Правило 10%. Ну, если на уроке такие задания не решались, соответственно, ребята их и решить не могут. Хотя, может быть, задание не такое сложное считается, но все-таки это повышенный уровень. Наверное, пару таких задач необходимо на уроке показать, как решается такая задача. И я думаю, что если на уроке было продемонстрировано, пару заданий таких быстренько решили, даже устно, у детей вот это задание 2 и 3 не должно вызывать никаких серьезных затруднений. То есть мы видим, да, если нам нужно рассчитать величину энергии, которая переходит на уровень пеночки, при чистой годовой первичной продукции 300 тысяч, а у нас впереди была уже, получается, цепочка, то мы понимаем, 300 тысяч килоджоулей – это первичная продукция растений. В данном случае, да, у нас буква D, соответственно, зеленая дубовая листовертка получит 10%, это 30 тысяч. Ну и следующая идет по пищевой цепочке пеночка, это, соответственно, 3000 килоджоулей. То есть, в принципе, если вот такая цепочка прорешивалась и задачи такие показывались, то ошибок быть не должно. Единственная сложность, какая может быть, ВПР могут пойти раньше, чем изучена эта тема. Но тут можно на что уповать? Во-первых, дать задание посмотреть заранее его, да, что вот такие задания могут быть.
напомните им о решении, потому что такие задания решались в 9 классе. Мы с вами идем по концентрической программе, у нас были основы экологии в 9 классе. Конечно, за 2 года обучения биологии они могли подзабыть их, поэтому стоит, наверное, напомнить в этом задании, как оно решается. Задание 3. Возвращаемся к той же теме биологии как наука, методы научного познания. Задание идет базового уровня, требует краткие ответы, поскольку здесь требуется 1 ответ, соответственно, 1 балл и получаем. Рассмотрите рисунок, на котором представлена схема круговорота углерода в природе. Название какого вещества должно быть указано на месте вопросительного знака. Ну, по идее, я не думаю, что это совсем уж сложное задание. Понятно, что речь идет о углекислом газе, в составе которого входит углерод. Ну, вот это задание, на мой взгляд, более сложно, поскольку здесь у нас клеточные структуры, митохондрия продемонстрирована, да, поэтому вопрос вот более сложный, чем предыдущий, на мой взгляд. Но что делать? Вопросы на вопрос не попадают, понятно? Хотя это тоже задание 3. То есть либо в том плане попадет, ну вот тут могут быть и с методами связанные вопросы, и с тем, что видно на рисунке. Но я уже говорила, что много заданий, где дети должны распознать биологические объекты. Здесь не указано, что это митохондрия, просто сказано, что схема клеточного дыхания. Надо вспомнить еще, что в клеточном дыхании у нас появляется такое как бы вещество, как пировиноградная кислота, которое поступает вот в результате гликолиза образуется. И она переходит, по идее, проходит уже митохондрию, то есть тут уже надо вот более вспомнить хорошо энергетический обмен, который изучается, правда, не в 11. Ну, может, у кого-то в программах это 11 класс, но у меня, например, в программе 10, поэтому приходится напоминать такие вещи. Задание 4. Умение читать графики. Здесь посвящено это задание общим биологическим процессам. Требует оно краткого ответа. Задание базового уровня, и опять, поскольку вопрос 1, соответственно, 1 балл и получает ребенок. Значит, как я уже говорила когда-то в задании, когда мы разбирали КИМы ЕГЭ, там есть такие, и ОГЭ, там тоже есть такие же графики, и я уже говорила в тот момент, что сначала нужно внимательно прочитать этот график. Но вот в заданиях ЕГЭ и ОГЭ графики эти связаны с линейкой вопросов, то есть дается линейка ответов, дается линейка ответов, на которые нужно подобрать правильные ответы, соответствующие данному графику. И тогда я говорила, что важно уметь описывать этот график первоначально для того, чтобы потом найти эти правильные ответы. Вот как вы видите, вот здесь как раз не требуется искать правильный ответ, здесь требуется дать описание этого графика, то есть что сначала скорость ферментативной реакции повышается примерно до уровня, когда температура повышается до 38 градусов, и где-то после 38 градусов уже начинается снижение температуры. То есть вот эти два блока повышения и снижения ферментативной реакции нужно, конечно, чтобы в ответе прозвучали. То есть они могут написать только часть ответа, например, что температура повышается, а потом падает. Но тут надо указывать конкретный градус. То есть скорость реакции, извините, повышается, потом падает. То есть это надо обязательно вот указывать, в каких величинах. Величины здесь не зря даны, поэтому нужно обязательно на это обращать внимание. Задание номер 5, которое вызывает, собственно, сложности. Это задание, в котором проверяются знания уровня организации живой материи. Почему оно вызывает сложности? Оно просто решается частично правильно ребятами обычно. Где-то, да, они две позиции перепутают. Ну вот не знаю почему. И еще один момент, на который обращаю внимание, в чем может быть ошибка, не дочитывается вопрос, поскольку здесь написано «Установите последовательность соподчинений представленных ниже элементов, начиная с наибольшего».
они чаще всего начинают с наименьшего. То есть вот. И это сразу переворачивает всю линейку цифр, соответственно, ответ будет неправильный. То есть надо внимательно вычитывать задание. Вот, мне кажется, большая часть ошибок как раз вот с недочитыванием, с чего же начинать, с наибольшего значения или с наименьшего. Может быть и то, и другое. Задание номер 6. Ну и понятно, что цепочка-то содержит 2 балла, вот предыдущее 5-е задание, да. И в задании номер 6 это базовый уровень. Требует он краткого ответа. И за это задание дается 2 балла. Задание это, ну, в принципе, где-то примерно подобное задание было в 9 классе, когда мы рассчитывали меню в материалах УГ. А здесь, ну, немножко оно как бы переделано, модифицировано, так скажем, да, не совсем такое, как было. Но здесь обычно математическая грамотность проверяется, то есть умение понять задание, использовать вот те цифры табличные, которые предложены, ну и посчитать, просто посчитать. То есть мы видим, что каждый продукт дан на 100 грамм, его как бы содержание белков в 100 граммах продукта, а человек, конечно, ест не такими величинами, там 20 грамм, 50 грамм, то есть надо уметь высчитывать, сложить и округлить до целых. Поэтому ответ, вот, видимо, с этим связан, что могут быть чисто математические ошибки, хотя само решение, оно правильное, да, но вывод может быть в итоге получен неверно, не так посчитали. Ну, вот такое 2-бальное задание, ну, базовое, конечно, обычное. Не думаю, что оно довольно сложно. Но есть вот еще одно задание. Значит, человек выпил чашку крепкого кофе, опять же, да, и надо рассчитать. То есть, опять же, проверяется некая математическая грамотность через, естественно, научные предметы наши, через нашу область. И опять здесь за расчет ставится 1 балл. И вот он 2-й балл, 6,2, задание 6,2, вот он 2-й балл появляется, да, который дополнительный вопрос к предыдущему заданию дается. Например, назовите один из ферментов, который вырабатывается железом пищеварительной системы. Собственно, я думаю, пепсин, наверное, вспомнят очень многие, поскольку при изучении пищеварительной системы очень много говорится о пепсине. Вот. Ну, может быть, хуже вспомнить трипсин, хуже вспомнить амилазу, мальтазу. Но тут и не требуется знание всех ферментов. Здесь хотя бы один фермент назвать можно. Ну и можно же назвать еще и лизоцим. Он тоже, собственно говоря, фермент, хоть и имеет обеззараживающие свойства, расщепляет углеводные стенки бактерий. Но, тем не менее, это тоже ферментативный такой комплекс. Ну, задание, на мой взгляд, особой сложности тоже не представляет, но здесь все зависит от кругозора и объема памяти детей, которые могут вспомнить, о чем же все-таки была речь, потому что вот тут ошибки допускаются. Хоть и это ответ короткий, базовый уровень проверяется, он содержит 2 балла, то есть если допущена одна ошибка, ставится 1 балл, а если нет ошибок, ставится 2 балла. Если же две ошибки, вот перепутали, например, да, инфекционные и неинфекционные заболевания, переставили, это уже будет 2 ошибки, не одна. Соответственно, ребенок получит только 0. Но мы с вами знаем, что гемофилия из курса и 9, и 10 класса, это основной такой блок заданий, нацепленный на наследование, когда мы решаем задачи наследования с полом, да, и поэтому я думаю, что именно гемофилия не может вызывать серьезных таких затруднений, что это наследственное заболевание. А вот инфекционные и неинфекционные, вот здесь могут быть проблемки. Ну, хотя ветряная оспа, холера, довольно простое задание, что неинфекционное, вызывается вирусами и бактериями, цинга, инфаркт миокарда тоже, по идее, но несложно, что это не инфекционные заболевания возникают на фоне недостатка витамина цинга, например, а инфаркт при сильных нервных стрессах, да, аффективного типа.
Тут проблема, скорее всего, может быть в том, что здесь список-то будет других заболеваний, которые, возможно, дети не все знают. То есть мы же не можем на своих уроках весь список предлагать заболеваний. Даже если мы предлагали, они могут забыться. Просто у детей все-таки не у всех хороший объем памяти, и многие не считают нужным так уж прямо серьезно эти заболевания запоминать, какой из каких. Но 1 балл обычно зарабатывают, но особых проблем в этом задании все-таки дети не показывают. 8 задание. Вот такое задание было в свое время у нас, похожее задание было в КИМах ЕГЭ, 20, последнее, где у нас задачи по генетике решались. Затем это задание перебазировалось в первую часть и упростилось. То есть в задачах по генетике родословные деревья мы с вами не увидим. Но если мы проводили такой урок по генеалогическому методу, собственно, детей могли научить, что существует, что по данным родословным можно посмотреть и выяснить, этот признак является сцепленным или не сцепленным, доминантным или рецессивным. Если было бы это задание ЕГЭ, то там еще требовалось бы объяснение. В данном случае объяснение не требуется. То есть просто нужно указать, рецессивный признак, сцеплен или не сцеплен. Но судя по фрагменту родословного дерева, мы с вами прекрасно видим, что признак пропадает во 2-м поколении и появляется вновь в 3-м. Значит, это признак рецессивный. Тут ничего сложного нет с определением рецессивности. Вопрос другой, сцеплен ли он с полом. Если мы видим, что примерно в равных количествах признак встречается как у женщин, так и у мужчин, значит, признак полом не сцеплен. Если в основном страдают мужчины, мы видим, да, тоже, то сцеплен с полом, мы смотрим, что признак пропадает, например, передается от мужчин к женщинам, а от женщин обычно мальчикам, но и дочерям может передаваться. И бывает еще так называемый голандрический тип наследования, но он пока не встречался в ИПРах. Это когда речь идет о сцеплении с Y-хромосомой. Ну, хотя я думаю, что подобную картинку могут нарисовать, когда у отца все сыновья имеют этот признак, если у него он есть, и у их детей, у всех мальчиков этот же признак проявляется. Понятно, что он не, ну, тогда мы не можем говорить, он доминантный или рецессивный. Поэтому единственное, мы можем сказать, что он сцеплен с Y-хромосомой. Ну, таких заданий пока не было, хотя кто его знает, ожидать можно всего. 9 задание. Это очень простые задачи на моногибридное скрещивание. Особых проблем не думаю, что они должны вызывать. Хотя задание и базового уровня, ну вот поскольку нужно генотипы всех 3 написать без ошибок, то здесь дается 2 балла. Короткие ответы, конечно, никаких пояснений не нужно давать. То есть понятно, что если признак доминантный у отца, так, жесткие волосы, но волосы у его мамы были мягкие, значит, он гибридный представитель, то есть у отца большое, а малое. У мамы волосы, соответственно, малое, малое. Определите генотипы. Тут немножко другая. Значит, Владимир – это сын, судя по всему, да. У отца его волосы, получаются, жесткие, но у него самого, Владимира, волосы мягкие, как у мамы. Соответственно, отец содержал этот ген мягких волос, ну, как я и говорила, а большое, а малое, мать, а малое, малое, и сын, соответственно, а малое, малое. То есть задача, собственно, не сложная, единственное, очень внимательно нужно вот тут понять, кто из них сын, кто отец, кто мать, то есть внимательно прочитать. Задание номер 10. Какая здесь бывает проблема? Она тоже базового уровня и содержит 2 балла. За 10,1 1 балл дается, и за 10,2 задание дается тоже 1 балл.
Что интересно, что вот второе задание, второе 10,2, оно обычно как бы не вызывает проблем, потому что этой схемой пользовались еще и в 8 классе, и, ну, и она достаточно такая простая, то есть с ней работать сложности нет никакой. Что касается первого задания, где дана вот такая, казалось бы, подсказывающая таблица, вот здесь могут быть проблемы какого плана? Здесь нужно, например, написать несколько вариантов групп крови у одного из родителей. Если у дочери такая, а у матери такая группа крови, и вот здесь по таблице нужно написать. И ребята, как правило, ограничиваются одним ответом, от этого балл тут теряется. Вот такая проблема у них может возникнуть. То есть балл теряется именно в этой части. 11 задание. 11 задание – это органоид. Нужно распознать, вот, выяснить, что это за органоид. Ну вот мы видим перегородки, да. Понятно, значит, что это у нас митохондрии. И как упаковка внутренней мембраны связана с выполняемыми функциями. Но мембрана, она большая достаточно за счет вот этих вот перегородочек. Заметьте, значит, за первое задание обычно дается, за то, что вы узнали органоид, дети узнали, дается 1 балл, а вот за объяснение дают 2 балла, это развернутый ответ. Задание считается задание повышенного уровня, решают его слабовато, именно во второй части. Вот здесь ответ не очень четко звучит у ребят, поэтому можно потерять 1 балл. Ну, дай бог ответить на 1 балл. Иногда они даже не отвечают. То есть вместо нуля приходится ставить даже крестик. То есть просто оставляют пустым вот это место или просто называют функцию. То есть вот такое тоже бывает. Так, ну вот, как я и говорила, фрагмент задания, 12 задание. Вот оно, как правило, вот связано с работой генетического кода, посвящено блоку клетки, является, в общем-то, базовым заданием. Демонстрируется, что ребята знают, что такое ДНК, что она строится по принципу комплементарности, что с нее считывается информация на ИРНК тоже по принципу комплементарности. Здесь не нужны объяснения, как это строится, просто надо написать вот эту ДНК и, соответственно, по ИРНК еще считать белок. Если ребята умеют пользоваться вот этой вот таблицей, знают правила комплементарности, напротив У стоит А, напротив Г, С, напротив А ставится Т в ДНК, и умеют пользоваться табличкой, то, в принципе, вот тут проблем не должно быть. Однако, вы видите, у меня поставлены 2 звездочки. Проблема в чем здесь выражается? В том, что они порой пропускают буквы. Они пропускают буквы на ДНК, когда пишут. Вот это бывает. Так, причем здесь только одну нить ДНК нужно, вот как вы видите, написать, ту ДНК, которая является матрицей. То есть так называемая транскрибируемая цепочка. Заметьте, что здесь даже не требуется обозначивать ни 3 штрих-конец, ни 5 штрих-конец, просто цепочку написать. Но вот если они буквы какие-то пропустили или наоборот их дописали, могут быть проблемы. Еще какая может быть проблема? Здесь высвечивается. Они иногда в ДНК вместо тимина ставят урацил. И это тоже, конечно, сразу же снижает отметку. Белок, который они пишут, опять же, да, визуально они теряют иногда какие-то вот нуклеотиды, рамка считывания у них смещается, ну и, соответственно, они белок пишут неправильно. Или же они написали ДНК с урацилом и начали использовать таблицу генетического кода именно уже по той цепочке, которую написали в ДНК. И опять же весь белок появляется неправильным. То есть здесь проблемы вот такого образца. 12,3 задание не вызывает затруднений особых, поскольку, да и не должна, по идее, вызывать, поскольку здесь дана сама формула. И по формуле они легко высчитывают проценты, поэтому задача такая, в общем-то,
здесь баллы легко зарабатывают. Ну, то есть здесь не бывает такого чаще всего, чтобы вы здесь 0 получили. Чаще всего 1 балл появляется. То есть где-то на какой-то ответ они все-таки дадут, на какой-то вопрос. Вот самое сложное задание. Не зря поставила здесь две звездочки. Во-первых, его сложно даже проверить учителю, ну или эксперту, потому что пишут, и поэтому сложности. А нужно еще и вычленить вот эти позиции в критериальной оценке, которая дается вот в самих критериях. И учитель пытается понять, о чем же все-таки речь ведется в ответе ученика. Каким же образом появляется длинная шея у предков современного жирафа? Ну, собственно говоря, по схеме-то ведь можно ответить, да, что сначала появляются какие-то наследственные изменения, вот, популяция ими насыщается этими мутациями, начинает происходить борьба за существование, вот написано, да, в результате которой выживают жирафы с более длинной шеей, поскольку пища для них находится на какой-то высоте от земли, и этот признак, соответственно, они оставляют потомство. Ну и таким образом природа отбирает, и постепенно вот этот признак изменяется вот в сторону удлинения шеи. То есть, конечно, это повышенный уровень, эволюционные вопросы всегда были сложны. Ну вот здесь можно 3 балла заработать. Но если не 3 балла, то хотя бы вот, чтобы эта линейка у них прослеживалась, что сначала мутации насыщают популяцию, затем идет борьба за существование, что в этой борьбе побеждают именно те особи, которые более приспособлены к данным условиям, и, соответственно, они оставляют потомство. Таким образом, естественно, отбор приводит к появлению вот этого признака длинной шеи у жирафа. Другой пример решается точно так же. Детей просто надо научить вот, пользоваться этой схемой. И для этого не обязательно брать именно этот пример. Можно взять, например, черно-белую окраску зебры, откуда она у них. Или, например, почему у павлина такой яркий хвост у самца, то есть как он появился. То есть здесь несколько примеров, если отработать, чтобы на автоматизме прямо вот у них появилось вот это решение, то оно, наверное, не будет вызывать серьезных затруднений. Задание может быть и на видообразование, то есть не только на способы видообразования, не только на то, как появилось это приспособление, но и на то, каким способом видообразования руководствовалась, в общем-то, природа, когда создавала, ну, скажем, какие-то разные подвиды или виды даже, да, то есть, опять же, вот есть географическое видообразование, экологическое. Перво-наперво дети должны просто понять разницу. Если у нас не меняется границы ареала, не меняются, значит, это у нас экологическое видообразование. Если расширяются границы ареала или наоборот у нас ареал был сплошной, стал мозаичным, то речь идет уже о географическом видообразовании. И вот здесь задание такое: объясните, руководствуясь этой схемой, образование неискрещивающихся видов вьюрков, питающихся различной пищей на Галапагосских островах. То есть уже намек на то, что здесь речь идет о пищевой специализации, то есть речь идет об экологическом видообразовании. То есть что требуется от ребят? Умение понять, о каком видообразовании идет речь, отмести лишнюю схему и идти конкретно по той схеме, которая, ну, объясняет вот это появление. То есть вот у нас, если экологическое видообразование, значит, мы пользуемся схемой номер 2, где речь идет именно о пищевой специализации вьюрков, хотя тут такого открытого ответа на это нет. Но ведь перефразировать-то не так сложно. Поэтому думаю, что, опять же, надо научить ребят пользоваться этими схемами. Конечно, не всегда они попадут в критерии, но хотя бы в какие-то вот позиции критериев они могут попасть. Пусть не 3 балла по заданию повышенного уровня, но 2 или 1 балл они могут заработать, потеряют лишь незначительное количество.
Задание 14. Задание 14. Посмотрите внимательно, значит, здесь изображено растение, а может быть животное, может быть череп животного, может быть скелет животного, что угодно может быть. Причем прописано, что это вымершее голосеменное растение. Во многих случаях даже не пишут, что это такое. И написано, что оно жило вот в таких вот временных рамках, как 370 или 250 миллионов лет назад. То есть здесь 2 балла дается, но здесь есть нюанс один. То есть если даются вот такие временные рамки, то понятно, что эра может быть одна, а периодов может быть несколько. Я не стала вписывать сюда всю геохронологическую таблицу. Она, конечно, дается в полном объеме. Поэтому важно ребятам показать, что вот оно в палеозое, предположим, появилось, но вот в таких-то периодах. И это может быть не один период, а может быть 2 и 3. В чем проблема? Значит, где они могут запутаться? Обращаю внимание, что вот в этой геохронологической таблице у нас есть начало и есть продолжительность. И вот они, когда подсчитывают, они иногда начинают не теми цифрами пользоваться. То есть нам-то нужна продолжительность в первую очередь, чтобы суммировать и понять, в какой эре это все произошло. А если они берут начало, то у них цифры уже совершенно другие. То есть вот опять же задание на внимательность. И даже в самом-то задании написано: определите эру и периоды, в которых обитал данный организм. Некоторые ограничиваются все-таки одним периодом, тут теряется балл. Какие растения, возможно, были их предковой группой? Предковая группа, то есть это речь идет о семенных папоротниках. Иногда может быть задание, какие ближайшие родственники. Тогда надо с двух сторон родственников называть. То есть и семенные папоротники, и покрытые семенные растения. То есть вот тут то, опять же нужно внимательно прочитывать задание, о чем ведется речь. Таким образом, посмотрите, как оценивается результат. То есть максимально мы можем детям сказать о том, что они могут набрать 32 балла. Собственно, 32 балла – это очень хороший результат, если действительно нигде ошибок нету. Небольшие недочеты, которые они могут допустить и даже не решить иногда, вот задания повышенной сложности, они двухбальные там могут быть, предположим, да, то, соответственно, ну, потеряет ребенок 2 балла, он даже может потерять свободно, посмотрите, до 7 баллов. И попасть в этот вот как раз интервал отметки 5. Для того, чтобы получить тройку, обращая ваше внимание, то он должен брать только 30%. То есть, в принципе, ну, ВПР довольно-таки решаемая работа, даже если где-то что-то там уже забылось, ну, какие-то вот остаточные знания продемонстрировать вполне реально на тройку. Ну, а если немножко еще поготовился, то уже и 4, и 5 легко может получить. Ну, а у кого память хорошая, то, соответственно, ему и особо готовиться не надо, они достаточно легко ориентируются в этих заданиях. То есть не думаю, что такая вот работа, за исключением, еще раз говорю, вот эволюционных вопросов, они часто вызывают недоумение. Остальные задания, если все правильно прочитано, если ребенок не торопится, и не зря дается 1,5 часа, 90 минут для такой работы это даже много. Большинство ребят справляются с заданием где-то вот за урок. И, как правило, потом не хотят еще полчаса сидеть, какой там полчаса, там получается даже 40 минут от урока, 40-45, то есть половину времени тратят на то, чтобы вот это задание решить. Лишь наиболее скрупулезные ребята, их единицы, могут себе позволить просидеть 1,5 часа. То есть вот таким образом выглядит вот ВПР 2022 года. Особых изменений, как вы видите, нету. Спасибо за внимание. Если есть ко мне вопросы, я вас слушаю. Спасибо, все понятно. Все понятно, прекрасно. То есть я вам желаю удачи. Думаю, что есть смысл все-таки ребятам, может быть, в качестве домашнего задания предложить.
порешать ВПР немножечко, да, есть разные сайты, и Решу ВПР, и сайт ЕГЭ, где выложены разные варианты ВПР. Очень многие задания повторяются из года в год, поэтому, думаю, особых сложностей у ребят быть не должно. Так, ну тогда, если вопросов ко мне нету, на этом я с вами прощаюсь. Удачи вам. До свидания. До свидания.